Проснувшись первым делом, мы отправляемся в туалет и теряем там пол-литра жидкости. Откуда она взялась, если мы ночью ничего не пили? Это почки гоняли всю ночь. Их задача выводить из организма излишки солей и токсинов. Эти пол-литра почки берут из плазмы крови и так очищают ее. При этом наша кровь становится на пол-литра густее. Разберемся. Кровь состоит из плазмы и кровяных телец. Если плазмы становится меньше, кровь сгущается, и кровяные тельца слипаются, образуя тромб. От того, что этот тромб заткнет, зависит судьба человека. Вот почему самое большое количество инсультов с 5 до 8 утра. Вот откуда скорая у подъезда. И вот откуда расхожий совет выпивать с утра 2 стакана чистой воды. Мне нравится бутылочка. Из нее удобнее пить, если встаешь ночью. Она стоит у кровати, и как только нога касается пола, бутылка должна коснуться губ. Надо скорее восстановить потерю жидкости. А еще лучше, если вода теплая. Казалось, почему? Потому что она не всасывается в кровь, пока не приобретет температуру тела. А 40-градусная вода почти сразу окажется в вене. Современные электрические чайники позволяют подогревать воду до любой температуры. И даже делают это по будильнику. Не нравится бутылка? Найди себе такой чайник и поставь его в спальне. Будет вам и теплая вода, и счастье. Но вернемся к почкам. В нашем теле постоянно творятся темные делишки. Ему очень нужна уборка. Мы каждый день съедаем кучу продуктов, нашпигованных солями и токсинами. Пищевая промышленность делает все, чтобы быстрее вырастить, дольше хранить и сделать невкусное вкусным. За последние 5 лет количество токсинов продуктов выросло в 10 раз. Мы с каждым годом поглощаем все больше и больше этой гадости. А выводить это должны почки. Должны. Но если мы не пьем достаточного количества чистой воды, все эти соли откладываются в костях, как в могильнике. А если к этому добавить еще токсины, которые образуются от переработки белка и жиров в нашем организме, то получаем тотальный токсикоз. Причина проста – нехватка чистой воды для приборки. Получаем на выходе все признаки токсикоза – апатию, вялость и, как ни странно, тягу на сладкое. Ну и, конечно, последствия. Выхлоп, потливость, болезни суставов, кариес и даже защитное бесплодие у женщин. Вы не ослышались? Организм, постоянно находясь в пищевом токсикозе, даже подумать боится, что нагрянет еще и токсикоз при беременности. Он с этим может не справиться и посему втыкают все возможные палки в колеса, препятствуя зачатию. От спаек до снижения либидо. Сколько же надо выпивать в день, чтобы убраться? Все слышали про 1,5 литра, но никто не знает почему. Рисуем. 7% нашего тела – это кровь. Для среднего мужчины в 70 кг это 5 литров. Бутыль. В крови 60% это плазма. 3-литровая банка. Наш организм, чтобы выжить, должен каждый день обновлять половину этой плазмы. Задача почек – вывести с ней соли и токсины. Половина банки – это 1,5. Вот откуда 1,5 литра. Когда же лучше пить, тоже важно. Для влажной уборки не годятся растворы, соки, супы и чаи. После них самих нужно прибираться. Вы же не делаете влажную уборку, окуная тряпку в соки, только в воду. А если мы поели и запили еду водой, во что превратится вода в желудке? В суп, в раствор. Значит, пить надо на голодный желудок. Спустя 2 часа после еды минимум, но самая важная вода – это все-таки утром. Вывод. 2 теплых стакана и не меньше литра в течение дня. Я ставлю очередную бутылочку на рабочий стол и выпиваю ее до обеда. В обед ставлю 2-ю, так легче, стаканами у меня не получается, все время забываю, а бутылка мозолит глаза. В общем, пить или не пить вопрос не стоит. Лучше вовремя попасть на планерку, чем не вовремя в больницу. Пожалуйста, берегите себя, надо выжить любой ценой. Все только начинается. Ваше здоровье.